Добрый вечер, дорогие любители волейбола, уважаемые любители спорта. Сегодня на площадке Дворца спорта 50 лет Победы заключительная игра чемпионата республики по волейболу среди команд первой лиги. На площадке встречаются команды Намского улуса и Ленского района. Встреча сегодня носит тоже хороший подтекст. У нас уже есть чемпион, это команда Алеко-Минска, но это игра между Намским и Ленским районом, она определяющая для мест второго и третьего значения. Так что будет очень интересно. Сегодня на телеканале НВК будут комментировать спортивный журналист Александр Посельский и исполнительный директор Федерации волейбола Республики Янис Ефимов. Добрый день, уважаемые телезрители. Представляют судей матча. Первый судья Захаров Григорий, первая категория, город Якутск. Второй судья Ефремов Аркадий, первая категория, город Якутск. Еще раз напоминаем, это у нас заключительная игра пятого тура. Всего в чемпионате принимали участие 6 команд, 6 сильнейших волейбольных команд республики. Чемпионами стали за тур до окончания чемпионата команда Алеко-Минского района. Сборная Якутска играла еще. Перед нами вот выступят команда Ленского и Намского улусов. Также в чемпионате принимали участие команды Амгинского и Чурапчинского улусов. Сейчас перед нами представляют первую стартовую шестерку сборная команда Ленского района. А теперь стартовый состав команды Намского района. Намский улус — это действующие чемпионы республики 2020 года. Но этот титул они уже передали команде Алеко-Минского района. В данном чемпионате эти команды являются одними из высокорослых. Поэтому я думаю, что сегодня будут и грамотные, хорошие блоки, и хорошие, сильные удары. Да. Ну, по крайней мере, будем надеяться. И, наверное, будут в большей степени при хорошей доводке отыгрывать мячи первым темпом. Так, у нас через секунду-другую игра начнется. Первыми будут подавать ленчане. Вадим Гигенфольд ведет мяч в игру. Сейчас посмотрим. Да. Правда, справляется с приемом. Так, и довольно такой черпачком, да, Павел Абутов. Через блок накатывает шестую зону. Ну, все ждали здесь, наверное, сильного удара. Сильного удара. Вот, в этом не стал рисковать. Хороший прием, доводка. И первым Константин темпом Балаев приносит первое очко своей команде. Номер 11. Хорошая комбинация. 1-1. На подаче капитан команды города Ленского района Николай Федоренко. У него силовая подача. Мощнейший удар. Так, и Павел Абутов снова на острие атаки. Отыграли быструю комбинацию за головой связующего. На подаче Руслан Афанасьев. Тоже один из высокорослых игроков в составе своей команды. И Максим Арзамасский, номер 4. Сравнивает счет 2-2. Балаев Константин под 11 номером подает подачу. Либера справляется с приемом. Так, сетка была.
И Шестой номер, да, игрок Ленского района поднимает руку, признает то, что задел сетку. 3-2. Павел Абутов будет подавать, капитан команды. Сложная подача, не справляется с приемом игроки ленской команды. И мощный удар. И шестой номер при одном блокирующем справляется с нападающим ударом. Снова равенство. 3-3. Максим Арзамасский будет подавать. У него тоже силовые подачи традиционно. И аут. Пока, видать, еще не пристрелялся. Я думаю, то, что последующие подачи, наверное, будут лететь туда, куда Семен он Васильев запланировал. подает. Это пятый номер команды Намского Луса. Один из... тоже задел сетку. Андрей Бармотко. Да, при росте 191. Семен Васильев. От его удачной игры сегодня тоже ногой зависит. Ох, хороший прием Нюргуновянова. И 10-й номер Александр Черкасский. Сейчас. Да, первый темп проходит. 5-4. Ну, команды ровно начали, стартовали, да? Будем надеяться, что сегодня мы станем свидетелями зрелищной игры. Снова аут. Андрей Бармотко. У ребят Ленского района пока подача не летит. Марк Васильев, 12 номер. Центральный блокирующий. Попал. Игроки рослые, поэтому связующий Ленского района убыстряет игру и выводит на сетку при одном блоке. Тоже силовая подача. На этот раз справляется с подачей. Да, в суматохе у сетки. И 6-6. Евгений Черкасский будет подавать. Молодой игрок. 19-20 лет. Метр 90 ростом. Да, и снова что-то не ладится с подачами у линчан. В очередной раз в сетку. До этого были подачи в аут. Так что... Третья ошибка при подаче. Данила Лисачев. Николай Федоренко атакует в аут. Игрок под номером 8. Нет, все нормально вроде. Да, сейчас неудачно приземлился на партнера Николая Федоренко. Но видим, что Вадим Гегенфольд в порядке и готов продолжить игру. 8-6 тем временем. Да, и в аут попадает Николай. Нет, Максим Арзамасский, да. Да, подключился к роли диагонального, но послал мяч в аут. В первых играх у линчан были такие серьезные замечания к судейству. Но сегодня и во вчерашних играх у нас действует система видеоповторов, челленджей. Так что, если... В общем, команды могут, да. И Юрий Шустов берет первый тайм-аут. Счет уже стал 11-6, 5 очков отрыва. В одной расстановке проиграли 5 очей. Чисто я так посмотрел на своих ошибках. В аут, прием, сетка.
Как так мяч принимается? Да нет, я же сказал, съем. Съем, что, через Сборная тебя, команда Ленского района, она Ну так откинь. предпочитает силовой волейбол. Давай, Вы уже поехали. видели, на первых минутах пошли силовые подачи. Высокий пас доигровщикам и диагональщикам. И высокий съем нападающего удара. Без скидок. Снова на подаче Данил Лисачев. Да, ногой Футбольным по футбольному, да. приемом Сапко Константин достает мяч. И Павел Абутов. Павел Абутов не рискует. Да, теперь уже два блока. Еще раз. Вадим Гигенфольд сейчас удачно сыграл. Не успел отойти от сетки. Павел. Без разбега. И блестящая комбинация Руслан Афанасьев. 12-7. Ну, тут надо, наверное, отдать должное, да, команде Ленского района, потому что они выступают не в своем самом сильнейшем составе в команде. Да, у них с прошлого года отсутствуют 4 основных игрока. Это Рыков Антон, Никита Иванов. Они сейчас в настоящее время проходят военную службу по призыву. Ну и команда Намского района тоже. Василий Тунфали, один из лучших нападающих команды, тоже проходит службу в армии. Поэтому в команду Ленского района привлечены молодые игроки. Посмотрим, что они покажут. Так, и в девятку попадает сейчас Николай Федоренко, капитан команды. Он же подает. И Ваут. немножко не точно. Вторая подача подряд не проходит у Николая Федоренко. Да, и у нас достаточно большой отрыв, солидный. 15-8 в первой партии. Так, ну, потихоньку начинают находить свою игру игроки Ленского района. Андрей Барматко забивает девятый мяч и приносит очко своей команде. Хороший прием. Да, очень хитро сейчас сыграл Павел Абутов. Все ждали удара сильнейшего со второй линии, но он решил. Пока летел, увидел Да. пустое место на площадке соперника и скинул аккуратно. Не справляется с приемом. Федоренко Николай перебрасывает мяч. Так. Да, сейчас классно сыграли намские волейболисты. Прихватили 8-го номера Дамира. Да, и Лисачев Гутенфельда. да, на блоке сыграл. Один из... Там будет аут. Павел Абутов не рассчитал силу. И 17-10 на подаче Ленск. Максим Арзамаскин. И в очередной раз неудачная подача. Подарили несколько. Да, без боя. Третье, наверное, очков в этом матче. Хорошо сыграла Либера команды Иванов, но Павел Абутов попадает в трос. 11-18. Андрей Мармотко на подаче. Силовая будет, да? Хороший удар. Справляется с приемом.
Николай Федоренко. Федоренко. Блок немножко не успел, и поэтому Николай Федоренко ударил именно через блок, поверх блока. И принес 12 очков своей команде. 6 очков отрыва. Впервые либеро Намского района не справляется с приемом. И на этой ноте команда берет тайм-аут, минутный перерыв. Сейчас должны собраться. Ну и 6 очков отрыва. Это достаточно солидное преимущество в волейболе. Но бывает всякое, да? Да. Аут. Тайм-аут, взятый Намским районом, пошел им на пользу. Сейчас посмотрим, справится ли с приемом. Марк Васильев. Да, ну, у 12 номера пока не очень складывается эта игра. Хотя он в предыдущих приносил очень много пользы. Евгений Черкасский подает. Так. Было касание? Нет. Ну, сейчас челлендж будут смотреть. Мы с вами тоже посмотрим. Нет, так. Сетка-то вроде была. Смотрим. Руслан Афанасьев бьет. Ну, отсюда не совсем понятно. Так, было ли касание или нет. Да, ну сетка была. Сетка была, да, при опускании, Да. блокирующий Ленского района задел животом. Да. Крайне, Такой, да, крайне блокирующий, да. и нет, под конец вообще. Центрально блокирующий. Балаев Константин задел. Да, но челлендж не сыграл. Как видим, счет стал 15-19. Судьям виднее, как говорится. И блестящий удар Данила Лисачева. Выпрыгнул хорошо. При росте 1,75 м. Он показал хороший. Да, тоже молодой игрок. И подтягиваясь своим опытным игроком. Ну, перехвалили. Но ничего. 16-20. 4 очка отрыва. Отставание. Гугенфельд Дамир на подаче. Планирующая подача. Справляется с приемом. И Павел Аботов сейчас попадает в сетку. Да. Рукой, да, задевает. К сожалению, для команды. Мяч был очень близко к сетке, поэтому, желая ударить в пол, добить до пола, задел сетку. Еще раз. Большая ошибочка. Да. Руслан Афанасьев. Да. Не хватило доводки, да? У ленских игроков очень высокий блок, поэтому... Так, и у нас 19-20 уже счет на табло. И ну, вполне логично команда Намского района сейчас берет тайм-аут. Растеряли они преимущество, которое было достигало порой и до 7 очков. Ну а теперь на табло у нас 19-20.
почти догнали ленчане соперников. Здесь у Намского района основной нападающий это в 4-й зоне Павел Бутов. Но пока почему-то у него не все хорошо получается в нападении. Либо пас чересчур низкий, либо скорость не та. Пока не поймал свою игру. Так и аут попадает в очередной раз. Да, в очередной Еще раз. раз повторяем. 21-19. Ну, видим, что этот минутный перерыв пошел на пользу, да, команде? Да. Ну, сейчас посмотрим, как примут прием. Так, и Вантенна. Да. Хорошо было задумано, конечно. Связующий хотел разорвать блок, но пас прошел в контейнер. Достались, оставляют мяч в игре. Семен Васильев сейчас не стал рисковать. Как итог? 20-22. 20-22. В волейболе, я думаю, то, что как и в футболе, если не забиваешь ты, Да. забивают тебе. Такая. Да, была возможность атакующего удара у нанских игроков, но они этим не воспользовались. Да что ж такое-то? С подачей совсем не ладится у ленской команды. И на табло уже 23-20. 2 очка отделяет от победы в первой партии. Руслан Афанасьев. Тоже хорошая подача, планирующая. И Константин Балаев неуверенно сыграл. 24-20. А теперь уже Юрий Шустов, главный тренер команды, берет тайм-аут. Послушаем. Надо пробовать, как, вот он как, видишь, 10 метров вал. Чего не бросил? Нет. Да нормально все. Это нормально. 24-20. Давай, давай! Так и четверной сетбол сейчас будет у команды Намского района, если так по теннисному выразиться. И на подаче Руслан Афанасьев. 1,90 м. Его рост. Хороший блок Марка. И не поняли сейчас друг друга. Да, Андрей Барматко накатил в 6-ю зону. Ждали, наверное, сильный удар. И не справились в защите. 24-21. Все равно так у Ленского района замена. Выходит второй номер Александр Анипченко. 81-го года рождения. Волейболист. И дарит команде Намского района победу в первой партии. Не оправдал доверие своего тренера. Послал мяч в сетку. 25-11. Первая партия. Ну, сейчас будем ожидать, смотреть за второй партией. Еще раз напоминаем, в чемпионате первой лиги победителями стали впервые за всю историю якутского волейбола. Чемпионами стали алекминские волейболисты. Ну и сейчас мы смотрим от этой игры Намского и Ленского районов будет зависеть пьедестал за второе и третье место. За игрой внимательно наблюдает и команда города Якутска, которые тоже вполне претендуют на медали, в том числе и даже на серебро. Тут, если смотреть на турнирную таблицу, раскинуть, то тут уже идут математические расчеты.
между собой победы, могут даже считать и партии, да? Да. Так что интрига в этом матче у нас есть. Команды готовы выйти на площадку. Для тех, кто только подключился, напомним, что первая партия завершилась со счетом 25-21. Что сборная сборная Ленского района в первой партии допустила очень много ошибок при подаче. И вот эти ошибки, они сказались на конечном результате первой партии. Да, я полностью с вами согласен. Мячей 7-8, наверное, да? Да. Если не больше. Мы сейчас посмотрим, как пойдет атака у сборной Намского района. Хороший прием. Не успевает на передачу Каталенко, но 1 в 1 закрывает, чехлит, как говорят в волейболе, Павла Абутова. То это тоже морально влияет такой блок большой. Так и это был аут. Тоже неудачная подача. 1-1. Тренер команды, играющий тренер Айсен Жерготов. Такой большой энтузиаст волейбола. Айсен Эльфидифорович, да. Нашел слабое место. И туда же подает. Да, хороший прыжок, хороший удар был у Семена Васильева, но мяч пришелся, да. Чересчур, да. Перевел он со второй на вторую, но попал это в метр аут. Константин Балаев будет подавать. И да что ж такое? Вторая подача. 2-3. Два мяча на подачу подарили уже во втором периоде. Подарки. Да. И теперь подает Намский ВУЗ. Хороший прием. И Андрей Бармотко попадает точно. Бармотко рост тоже очень высокий. Один из 1,91 м. Да, ленская команда высокорослая. Да, и Марк Васильев. Да, переиграл центрального блокирующего ленской команды и сбросил в шестую зону мяча. 4-3. Павел Абутов. И в аут. 4-4. У Абутова тоже игра не очень пока складывается. Либо устал, либо не настроился на игру, что ли, или как-то вот. Ну, в общем, нестабильно, да? Да. Есть, конечно, и хорошие моменты. Он иногда хорошо атакует, но в целом как-то они... Ну, я думаю, то, что необходимо обоим командам 2, 3, 4 хороших таких сильных удара. И какая-то из этих команд должна поймать кураж. Вот тогда я думаю, что игра пойдет. Блокирующий задел сетку. 5-4. Такой безобидной ситуации, да, что мяч просто переводился в сторону ленской сборной. Могли завоевать еще одно очко. Я сейчас увидел все Евгений Черкасский. Бить не стал. Просто взял да сбросил мяч. Это показывает преимущество в росте. Если даже чуть не достаешь, пальцами цепануть и все. Да, Лисачев. Данил сейчас
Набрал очко. Хороший прыжок. И стенка не... блок не сработал. Марк Васильев подает. Постраховали своего нападающего. Да, и снова. Да, хороший блок. Вот. Дважды сейчас Руслан Афанасьев сыграл на блоке. Первую атаку, потом вторую. Марк Васильев подает. При счете 7-5. Федоренко. Достанут, нет. Сейчас Чуть-чуть боролись до конца, но, увы, немножко не хватило. Шесть, 7. И опять игрок Ленской сборной цепляет сетку. У них две беды сейчас во второй партии. Подача и сетка. Данил Лисачев. Классно сейчас достал. И блок-аут. Абутов приносит 9-е очко своей команде. В дуэли с Николаем Федоренко он вышел победителем. Лисачев подает. Не повезло. Очередной раз подает Николай Федоренко. Сейчас посмотрим. Не стал рисковать. Может быть, и правильно. Классно сейчас одной рукой. Скидка. Конечно, для первого темпа очень низкий пас по высоте. Поэтому Руслан Афанасьев не смог перевести мяч. Затяжная атака. Да, Павел Абутов не успел отойти от сетки. Но... Так, сетка была у дамских волейболистов. 9-9. Равенство сейчас. Берут да, хотя сейчас на повторе видно, что атакующий задевал сетку. Трос. Причем достаточно ярко. Все это было на повторе. Да. Зацепил. Десять 8. Челлендж сыграл в пользу дамского ЛУСа. Жирготов Айсен. И Александр Чекулаев, 5-й номер. Пробивает двойной блок. Центральный блокирующий не успел перенести руки на сторону соперника. Отличный прыжок у Александра Чекулаева. Да. И тайм-аут будет. Константин Балаев. Да. Одиннадцать 9. Ну, пока ровно почти идут команды. Высокий съем, да, мяча. Оставили. Черкасский. Да. Оставили там на зону. Да. Никем не прикрытым. И
Максим Арзамаскин. Сильнейшая подача. Да, хорошо полетело. Да, и 11-11. Айсен Жиркотов, наверное, подумал, что мяч перелетает. Да, такой оптический обман, да? Да, не достал. Так, сетка смягчает Да, и подачу. блокаут, да, Семен Васильев переносит 12 очко своей команде. 5-й номер. Уже очень хороший нападающий. «12-12». Да, во второй партии обе команды показывают стремление к победе. Идут очко в очко. Так. Команда Ленска берет челлендж. Считает то, что игрок намской команды скинул мяч, уже находящийся на стороне противника. Сейчас посмотрим еще раз. Ну, спорный, да, достаточно такой. Да, ну сейчас Мяч полностью, мне кажется, не пересек. судьи, наверное, определят. Да, и челлендж проигран. 13-12. На подаче Семен Васильев. Да. 13-13. Допускает ошибку при подаче. Счет сравнялся. Одной рукой заблокировал. Да. Федоренко там не достанут. И Ленска впервые за долгое время вышел вперед по очкам. 14-13 на табло. На подаче Евгений Черкасский. Хороший прием. Да. Да, ну это от приема очень много зависит, да? Да. Если не все, то Не грех при таком приеме дать пас для игрока первого темпа. Поторопился, мне кажется, сейчас Руслан Афанасьев. И 15-14 Ленск. Продавил. Дамир Гегенфольд на подаче. И попал сейчас Данила Лисачев. Много пользы он сегодня приносит своей команде. Несмотря на свою молодость, это кажется, самый молодой игрок в команде. В составе двух команд, да? Но очень, да, играет, показывает хорошую игру, уверенную. И Максим Арзамаскин ошибается. 16-15 уже. Теперь нам ведет по очкам. Высокий прием. Так, хороший блок. Сейчас показывает. Еще раз. Нет. Айсен Жиркотов бил. Да, и затяжная атака была. Такой. Павел Абутов забивает до пола.
Вот таких ударов мало с обоих сторон. Я думаю, 2-3 удара бы вдохновили бы каждую команду. Так, ну и Юрий Шустов, поняв, что команда потеряла контроль над игрой, берет Да не тайм-аут, надо от рук себя. Вот я же тебе сказал. дает наставление Глубоко в первый, Максиму глубоко в Арзамасскому. пятый. Арзамаскин. Я хотел. Давай. Подняли боевой дух. И посмотрим, насколько сейчас это сыграет. На подаче Данила Лисачев. Да, мощный пробил Николай Федоренко. Как только связующий ускоряет передачу, атака ленской игроков проходит при одном блоке, при разрыве блока. Вот. Да, и начинает разыгрываться сейчас Павел Абутов. То же самое продемонстрировали и намские игроки. 18. 2 очка отрыва. И Синжиргота попадает в сетку. Обидно, конечно. И 17-18. Балаев подает. Вновь неудачно. Очередная ошибка ленских игроков. Руслан Афанасьев. Хороший блок. Сейчас Марк Васильев продемонстрировал. И Павел Абутов. Да, красиво было. Да. Марк Васильев сейчас воткнул. Скинул резким движением кистей мяч и принес 20-е очко своей команде. Оставляет мяч. В защите сейчас задели. Да, Павел Абутов не стал рисковать сильным ударом, но заставил ошибиться игроков сборной Ленского района. Да, попал в девяточку. Эйс волейбольный. Да, мяч на вылет. И 22-17. Второй тайм-аут берет Юрий Шустов, тренер. Отдали все, что можно. Мяч в аут сбрасывать. Касание сетки уже 10-е, наверное. Забить не забиваем, а сами лезем в сетку. И отдаем очки. Просто так. Куда ты лезешь? Ну я понимаю, что после он там не умеет. А ты-то куда лезешь? Вы что, не видите сетку, что ли? Давай, разыгрывай, блин! Все. Сборная Ленска исчерпала свои тайм-ауты. Там Данила Лисачев и Руслан Афанасьев не поняли друг. Не разобрались, да? Да. И 18-22. Хотя там момент был такой безобидный. Хорошая подача. Да, и 23 снова победное очко приносит Павел Абутов. Он же будет сейчас подавать.
Хороший прием. Чекулаев пробил, блокаут. 19-23, 4 очка. И Марк Васильев. Центральный блокирующий не успевает вынести руки, чем и воспользовался игрок первого темпа. Так, ну и снова сетбол у дамской команды. Хороший блок, но в аут. 20-24. Тем не менее, любая ошибка сейчас линчан будет стоить партии, да? Да. Вышел Константин Балаев на переднюю линию. Блок смягчает. Но Николай Федоренко ошибается очередной раз. И команда Намского района завоевывает 25-е очко. И 2-0 уже по партиям. 2-0 это уже солидное преимущество перед третьим отрезком. Будем смотреть. В ленской команде, да, как мы уже говорили, в этом году отсутствуют 4 основных игрока. Двое проходят службу по призыву. Отсутствует капитан Алексей Лукашин и травмированный Максим Кондратьев. Но зато привлечены в сборную молодые игроки. Это либеро под номером 7 2004 года рождения Виталий Голомарев. Да, ну она не часто выходит на площадку. Тем не менее. Здесь тоже хочется отметить, что команда Ленского района одна из самых высокорослых. Там 5 игроков выше 1,90 м и выше. А Максим Арзамаскин рост 196. Ну и намские игроки тоже не маленького роста. 1,90 м Руслан Афанасьев, 1,91 м Андриан Григорьев. Да, ну Андриан Григорьев, ему всего 17 лет. И он пока не выходит на площадку. Но 1,91 м. Это хороший показатель, да, для молодого игрока. Хотя уже сейчас для современного волейбола 1,90 м это считают маленький рост. Так, у нас начинается третья партия. 2-0 ведет Намский район. И хорошая комбинация. Руслан Афанасьев. Пас за голову. Первое очко завоевывает команда Намского района. В прошлом году сборная Ленского района, ведя со счетом 2-0 в партиях, проиграла 2-3. Да. Этой же команде. Ну, можно сказать, повторение прошлогоднего финала, да? При такой игре, наверное, маловероятно. Да. Вот чем импонирует сборная Намского района, она в какой-то момент может и ускорить свою игру, тем самым сбивает, да? сбить темп. Вот, как мы видели, то, что мы видели во второй партии. Взвинтить темп игры, тем самым завоевывать очки, выигрывать. Вот уже видите, 3-1, 2 очка выиграли. Александр Чекулаев сейчас не очень удачно сыграл. Хотел атаковать, но...
Хороший. Подстраховали, Да. да, сами себя. И блокаут. Да, Александр Чекулаев приносит второе очко своей команде с сильнейшим ударом. От блока мяч улетает в аут. Константин Балаев. Хороший прием. Да, чуть-чуть. Да. Буквально, наверное, сантиметров 10. 5-10. Да, и челлендж берут намские волейболисты. Сейчас посмотрим. Не согласны они с решением. Так, ну касания там не было. Аут. Аут. Да, аут. Ну, я думаю, то, что линейный судья все видел, так как так как у мяча была небольшая скорость. Поэтому... Вот хороший момент. Здесь тоже не совсем понятно. Вот еще. Сейчас, да. Мяч убрали. Небольшое совещание. Напоминаем, у нас в чемпионате главным судьей работает приезжий специалист из Хабаровска Борис Воротилин, опытный специалист волейбола. И да, челлендж проигран. 3-3. Мяч остается у Ленского района. Константин Балаев будет подавать. Да, и снова в сетку у Балаева. Да. Сегодня то ли 5-й, 6-й. Данный игрок, да, совершил ряд ошибок. Да, Чекулаев вновь на острие. Да, это один из таких основных игроков в ленской команде. И при этом он играет очень продуктивно. Каждым ударом приносит своей команде очко. Классно сейчас взял этот мяч Гун Иванов. Вот опять очередное пятое очко приносит своей команде мощнейшим ударом. И Ленск выходит вперед по очкам 5-4. Справляется с приемом. Да, и Семен Васильев сейчас очень хитро и здорово сыграл. Он же будет подавать. Павел Абутов, и классный удар. Со второй линии. Не так часто Асен Жерготов подключает диагонального в этом матче. И данное подключение оказалось неожиданным для ленских игроков. Так, сохранил мяч. И Семен Васильев, да, тоже со второй линии. Неплохой отрезок показали вот за последние несколько. Что такое? Опять челлендж, да? Заступ, что ли, запросили или как? Что я...
Заступ, кажется, запросили. Этот повтор как не очень показывает. Скорее всего, это момент прыжка, да? Заступ, запросили. Челлендж проигран. Юрий Шустов согласился. С решением судьи. И Семен Васильев. Чуть только намская команда поменяла рисунок игры, и сразу 2 очка выиграла. Имеется в виду подключение нападающих со второй линии. Да. Вот опять же подключает диагонального. И да, но мяч в аут ушел от руки блокирующего. И 8-5. 8-5. Оставляют Да. мяч в игре. И Александр Чукулаев тоже сыграл очень хитро, умно. В этой партии вот у Ленска 6 очков и 4 очка принес именно Чукулаев, да? Да. Либера на месте. Да, там задели блок. Да. В защите намские ребята не справились. Ну ничего, сейчас Миргул Иванов будет сейчас сам принимать. Аут. Аут. Перехвалили Александра. 9-7. Марк Васильев на подаче. Несогласованное действие. Да, и в рядах Ленской сборной. Снова подает Марк Васильев. Да, и Федоренко приносит очко. От блока мяч уходит в аут. Пробил, да, блок? Да. Евгений Черкасский. Подача. Да. Не часто такое встречается, наверное, в таком важном матче. Игроки Ленской команды, такое ощущение, как будто они соревнуются, кто больше ошибется при подаче. Но этим, конечно, пользуются намские игроки ошибкой своего соперника. 11-9. Блок, центральный блокирующий не успел на первый темп. Да, и блок аут. Павел Абутов в третьей партии. Ну, очень хорош. Айсен Жирготов подает. О, да, тут уже не разобрались либера и Руслан Афанасьев. Ровно мяч скинули в центр троих игроков, поэтому они не разобрались. Да, и Ленск берет подряд
2 очка. 3 очка. 12-11. Ускоренная передача во вторую зону. Семен Васильев. Да, там никого не было. Помешали друг другу. Арсений Жирготов, мне кажется, сейчас ошибся. Да. Не успел переместиться именно в зону приема мяча. Да, и тайм-аут. Поставь, просто стойте. Kan mana dulu ni mana? Angkat di kiri. Да. Снова хорош Семен Васильев. Очередной раз пробивает блок. Высокий блок ленской команды. Приносит 13 очко своей команде. Да, и снова Чекулаев. От блока мяч уходит в аут. Не теряя на свой невысокий рост, нападает очень, Да. очень сильно. Да. Прыгучесть очень хорошая, да? Хороший, да, обладает хорошим прыжком. Константин Балаев, наверное, Да. сам недоумевает своим действием. В первой, второй, третьей партии у него целая серия неудачных подач. Ух, сейчас, да. И Максим Арзамаскин. Подключают диагонального, отыграл на очко. 14-14. Снова равенство. Да, мы к этому уже привыкли. К подачам ленинских волейболистов. Сегодня что-то. Очень много, да, совершают непростительных ошибок. Да, Чекулаев в атаке. Хотел, кажется, ударить по пальцам, но мяч сорвался с кисти. Не попал в мяч. Семен Васильев. Да, и снова диагональный Максим Арзамаскин. Ну, там блока почти не было, да? Да, пробил. Блока не было и пробивал без препятствий. Хороший прием демонстрирует Миргуль Иванов. И Марк Васильев классно сыграл. Подсек. Блок Руслана Афанасьева. И 18-15. Снова уходит в небольшой отрыв команда Намского района. 3 мяча впереди. Так, и в аут улетел мяч. Вторая ошибка, да, при подаче у Марка Васильева в этой игре. Ну, конечно, наверное, уже за 5 дней и сказывается усталость ребят. Хороший блок. Да, и вот
такой затяжной розыгрыш. Лисачев. Опа, сохранили. Мяч оставляют Да, в игре. Но сейчас, я думаю, то, что должны забить. Да, не забили. Арзамасский ошибся. И 19-16. Устали, наверное, и те, и те. Разрыв увеличивается постепенно. И на подаче Данил Лисачев. Двойной блок. И снова ошибка. Ошибка за ошибкой. 20-16. Андрей Бармотко сейчас вышел вместо Николая Федоренко. И Данил Лисачев. Да, капитан вышел с площадки. Новый капитан, вот 8-й номер, Дамир Гогенфельд. Хороший блок. И в сетку в очередной раз попадает. 21-16. Сейчас готовится замена у намской команды. Пока рановато. Так, ну и при таком счете главный тренер команды Юрий Шустов берет тайм-аут. Отдышались. Пошли, пошли. Давай, Так, замена в составе команды Намского Луса. Вместо Айсена Жирготова выходит номер 13. Номер 3, да, Андриан Григорьев, о котором мы сегодня рассказывали. Игрок 2003 года рождения с ростом 1,91 м. Сейчас посмотрим, как. Вернули мяч, но... Мяч перелетел, да, через антенну. 22-16 уже. Ну, если расклад немного рассказать, да, то если намская команда сейчас побеждает со счетом 3-0, то они займут второе место в чемпионате. Третье место останется за Якутском. Вышедший на замену игрок по номерам 3 Андриан Григорьев приносит 23 очко. Да, вот это надо подчеркнуть. Так, ну сейчас наконец-то Константин Балаев успешно сыграл в атаке. И 23-17. Тем не менее, намская команда очень близка к победе в этом матче. Павел Абутов достает сложный мяч. И Андрей Бармотко нападающим ударом от блока мяч уходит в аут. 18-23. Хорошая подача. Да, и 24-18. На подаче Намский район. И они сейчас с минуты на минуту, наверное, через секунду-другую команда завершит этот поединок. Посмотрим. Но аут. 19-24. Но
мне кажется, вряд ли сейчас ленская команда при такой игре, да? Да, при таких грубых ошибках, я думаю, что 5-6 ячей выиграть у Подряд причем, да? дамской сборной. Да. Ну, хотя 20-24 стал на табло. 20-24. Странно сейчас повели себя Лисачев и Абутов. А теперь уже почувствовав жареное, команда берет перерыв. Не поняли друг друга Абутов и Лисачев. Всего один мяч отделяет команду Намского района от серебряных наград в чемпионате. Но последние 3 очка они отдали сопернику. Семен Васильев. И все. Сильным ударом. 25-21. И команда Намского района Улуса выигрывает встречу уверенно по партиям 3-0. Первая партия 25-21, вторая 25-20 и третья снова 25-21. И поздравляем сборную Намского Улуса с серебряными наградами. И команду города Якутска, занявшую 3-е место, да, призовое. Ну, у нас завершился чемпионат. Сейчас мы после небольшой паузы, рекламной паузы, посмотрим обязательно за церемонией награждения. Но пока реклама. В клинике Амурмед выполняются эндоскопические операции по лечению желчекаменной болезни, грыжах различной локализации, заболеваниях прямой кишки, а также малые операции в урологии при варикоцеле, гидроцеле, фимозе. В нашей клинике мы выполняем малотравматичные